Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Раздел «Живая природа». Тема нашего сегодняшнего урока «Дарит осень всем подарки». Сегодня на уроке ты научишься понимать лексическое значение слов в предложениях и текстах, изменять слова предметы по числам и родам. И первое. Кто самый зоркий? Названия каких деревьев здесь спрятались? Запишите слова. Правильно, ребята, это рябина, осина, тополь. Молодцы. Задание второе. А сейчас, ребята, предлагаю вам послушать стихотворение. Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки. Бусы красные рябине, фартук розовый осенний, зонтик желтый тополям, фрукты осень дарит нам. Ответьте на вопросы, что ходит в нашем парке? Правильно, осень. Что и кому дарит осень? Правильно, дарит осень всем подарки. Давайте, ребята, вспомним слова-признаки и отвечают на какие вопросы? Верно. Какой, какая, какое, какие. Правильно. Бусы какие? Красные. Фартук какой? Розовый. Зонтик какой? Желтый. Молодцы, ребята. Задание третье. Подбери картинкам строки из стихотворения. Правильно. Бусы красные рябине. Верно. Фартук розовый осенний. Правильно. Зонтик желтый тополям. Правильно. Фрукты осень дарит нам. Молодцы, ребята. Задание четвертое. Прочитаем отрывок из рассказа Николая Сладкова «Осенняя елочка». Весной елочки не было, летом не было, а осенью вдруг появилась. Раздвинула листья, травинки, высунулась из земли и удивленно смотрелась. Много лет прошло, но каждую осень в день рождения елочки деревья дарят ей подарки. Осина дарит красные фонарики, клен роняет оранжевые звезды, а ива засыпает елочку тонкими золотыми рыбками. И стоит елочка счастливая, раскинула на лапки, а на ладошках подарки. Теперь, ребята, ответим на вопросы. Когда появилась елочка? Правильно, елочка появилась осенью. А как появилась елочка? Правильно, раздвинула листья, травинки и высунулась из земли. А что осина дарит елочке? Правильно, осина дарит красные фонарики. А что дарит клен? Правильно, клен дарит оранжевые звезды. А что дарит ива? Правильно, ива засыпает елочку тонкими золотыми рыбками. Откуда берут деревья подарки? Правильно, это листья деревьев. Почему именно такие подарки? Потому что они не живые. А какие еще подарки дарит природа человеку? Это разные полезные фрукты и овощи дарит природа человеку. Задание пятое. Запишите правильно. В первом столбике вы должны записать слова в единственном числе, а во втором столбике слова во множественном числе. Дерево в единственном числе, а во множественном числе деревья. Куст в единственном числе, во множественном числе кусты. Клен в единственном числе, а во множественном числе клены. Молодцы, ребята! Задание седьмое. Задай вопрос, ставь подходящее слово. Слова мужского рода заменяем местоимением «он». Это листопад,
Это он. Слова женского рода заменяем местоимением «она». Это осень. Это она. Слова среднего рода заменяем местоимением «оно». Это солнце. Это оно. Правильно. Это дуб. Это он. Правильно. Это подарок. Это он. Правильно. Это ива. Это она. Правильно. Это яблоня. Это она. Правильно. Это дерево. Это оно. Верно. Это село. Это оно. Молодцы, ребята. Домашнее задание, ребята. Выполняем упражнение 8. Прочитайте текст с картинками. Сегодня, ребята, на уроке вы научились понимать лексическое значение слов в предложениях и текстах. Научились изменять слова предметы по числам и по родам. Ребята, спасибо вам за урок. До свидания.